Доброе утро, уважаемые танкисты. Шалом православные, всем здрасте. Вячеслав на месте. Я там видел в чате некоторое недовольство. Пашка, здорово. Борис, здорово. Факен Еч. Факен Веч. Леха, здорово. Значит так, едем дальше мы на 279. Едем и потеем. Ничего нового. Похабыч, здорово. Ох, блядь, ох. Как-то тяжко сегодня поутру. Погнали. Мы вчера с конструкторского бюро тяжа открыли. Вечерком поедем тестить. Понюхаем, что это за дерьмо, но он дерьмо. Там как бы вывод однозначный, можно заранее сделать. Игорь, здорово. Наверное, окошко приоткрыть. Волосатый везет. Как она? Да, нормально. Нормально. С утра как-то так уебищно себя трохи чувствую. Так пойдет. На лице что-то белое, потому что я весь белый. Где у нас подготавливают к скандалу. Минуту уже ждем. Опа, честный лохот. В руках Саши Белого. Гендальфа Белого. СТ2 прям заиграл новыми красками после апа. Но я бы ему апнул КД, броничить еще в НЛД и сиську на башке. Ну, ему можно было реально апнуть КД. Типа ты одну пушку разряжаешь, потом, ну и она уже заряжается быстро. Да, то есть, по сути, чтобы стрелять с интервалом в 5 секунд, например, при определенной ловкости. То есть ты выстрелила одну, вторая у тебя уже заряжена, ты можешь ей разрядиться через 5 секунд, например. И все, а потом вторая пушка через 5 секунд уже будет заряжена. Можно было бы так сделать. Артем, здорово. Здрасте всем. Да, нам как раз искала катку 6-11 левелами. Дюша, Тим, абсолютно. Антагонист, здорово. То, чтобы Алёшки меня недооценивали. Юша помог, Ильдарик, здорово. Отлично, что нашлось место, где можно постоять без ОВН. Свое удовольствие. Не полетела тычка. Ебать, будет выкатываться. Но в полочку можно было потом подсунуть, конечно. Ой, хорош. Приятно. Где докончили?
В деда кончили. Я хотел сказать, что там где-то Джага был. Бля, там заходит пацанов. Хорош. Я с тобой на нем немного афнул, лучше залетать. Да. Добавим маст хуев, бля. Сучка. Но я его сам проебал. Это чудо шотное там терпит. Казалось, где-то на низ уехал. Там дедушку сейчас переборят. Бисквитик, здорово. Да, хороший танк. Ну опустись ты, чё твой. Ёбарные артагеи. Ой, хорош. Дизель, здорово. А где ёбарный жандарм его там? Бля, знаете что, это очень хуёвенько. Да, сейчас будут пиздить там. Откатывайся, дурак. Бля, ёбарный. Ну ты ёбарный. Ваншотный, блять. Тут залупа. Ты ёбарный, Лёшка. Не надо было туда ехать. Не удивлюсь, если он оттуда его подсунул.
Реально там сидит. Как он туда вообще заехал? Ёбарный. Едьте, бля, девки. Скажу, что хотя бы 2 танка сюда ко мне подъехали. Ёбарных. Хорош. Это не мой на свет. Юрий, здорово. Нет драйва. Ну подожди, сейчас меня начнут пялить, начнет с такой драйв. Ну, я, честно говоря, даже немножечко проснулся уже. Да, жандармы просто взяли, пропустили. Но он поехал сейчас пососет от фаша. Там будет драйв адский вообще. Драйв 3 икса будет. Опа. Блин, вот дерьмо, у меня почти все подколы в такие углы заходили, в которые я, по сути, урона не могу нанести вообще. Марточки, походу, уехали уже. Вот это нам подходит. МБТБ пускай писюшку сосет в кустах своих. Пускай дальше писюшку сосет. Утопился Леха или не? Не утопился. На 500. На 500 бабах и снайпер, потому что... Ляжем под Камчат. А где жандармы? Отлично выключили. Я в кепку попал. Но это вообще смешно и прикольно, я вам так скажу. Одновременно причем. Жанка, походу, переехал. Ну, хорош. Отлично. Понятно. Так же смешно, как это вот до Эйнл, да. Да. Блять. Ну, это вот до Эйнл. Ну, это же смешно. Первый взрослый дали, кстати. Я там никакие комменты не просрал. А лайки прорали все или не все? А? А?
Шерстил в окно смотрит. Никита, здорово. Спасибо за подписку на канал. Беда. Первый взрослый по клитерболу, но... Следующий какой? МБТБ будем. Ну, следующий это через 200 лет, потому что мы еще все 5-й этап никак не закроем. Терпешка такая, что ну его в жопу. Ну, хотя не терпешка, просто очень много времени надо. Мне еще закончили все бусты на опыт. Бустим мы опыт только слезами своими. И пламенем пердака. Бустов осталось на 3 дня, да. Ну-ну-ну-ну-ну. Блять. Сука, ну трошечку говнецо получилось. Ну, вот это утешительный приз от китайской сборной. Блять, идите нахер, говнари. Ну, как бы к ним туда пробрызгивается тычка, окей. Ну да, в башку. Корпус я не решился стрелять. Сами знаете почему. Бля, летит пиздец. Летит пиздец. Если будем делать нарезку из этого боя, все будет трендеть, что я чат, который снайперит. 279. Да, и что? Влад, здорово. Взял пивка, сижу. Красава. Бабу бы еще, конечно. Но мы, может быть, позовем Клумбу на стрим, но это не точно. 279 мне нравится. Особенно точность, видишь, как летит у него охуенно. Реально в центр полетел. А самое смешное, что каждая тычка заходит туда. Ну, вероятность, что я пробью, там процентов 10. Да, потому что они там в куче все стоят. Долбятся в гудки. Долбятся в гудки. Самое смешное, знаете что нашим Алексом они не в состоянии, блядь, хоть что-то подсветить. Ох, блядь, пиздец. Он 277 светил. Курвалет. Так вот. Вот так вот, ребята, пошел нахуй. Нежно и приятно. Перекатывается нет. Ой, блядь. Опять пропал тычка. Там какой-то пес. Да, там какой-то пес. Блять. Я бы на БЗТ меня чекнул. Морда обезьянья. На, пиздец.
Ладно, я бы даже сказал, что мне кое-где свезло. Хорошим пока подстаном. Пускай яйчонки сосет. Ну, смотри сам, братан, я думаю, что 279, он реально очень универсальный. И как бы он, наверное, подойдет много кому. Но, с другой стороны, на нем и танковать не так уж легко. Опять они все время едут просто бортом, это пиздец. Просто едет борт. Иди нахуй. Миллион тычек в борт, сука. При том, что зачастую заходит в него как на 400, так и на нихуя. Да-да, да-да. Я вот это тоже хуйни не пойму. Он мне вот сюда, блядь, попадает. Притом, когда я уже почти отъехал, я попасть в него не могу нормально с пробитием. Как он меня высвечивает, расскажите? Он с оптикой, блядь, катается или что? Пиздец. Такой отборный бред, просто охуеть. Да, спасибо. Полночный бред терзает, эй, но мне опять. Там БЗТ будет прокручивать на кабачке. Как шуруп. Егор, здорово. Порвоштычка полетела шалеть. Бля, дружок, может как-то подсветишь его? Охеренно. То, что он не попал, это читерство вне Хогвартса. Ну, кстати, вот эта вот модель просовывается кумулями в крышу. У меня 277 капал туда. Мне он туда капал. А еще все блайнды, которые в БЗТ закидывал, вот здесь, которые стояли пачкой, ни один не зашел. Не ешь бананы, Тори, Саня, здорово. Надо рейд на Джова. Да, у нас появится девка на стриме. Как 11 левел внедрили в рандоме, бред творится, давно на этих 11 левелах летят по зеленке или стоя флангами. Ты им хуй что сделаешь? Ну, блять, надо же понимать, что в рандоме были танки до этого 11 левела. Например, Е3. Либо этот веселенький такой танк, H3 называется. Он реально 11 левела. Ты выезжаешь раз в 30 секунд на больше чем 1500 вкидываешь. Плюс такой какая броня и бешеная динамика. Почему бы и нет? Почему бы, сука, и нет? Да и в конце концов тот же 279 легко пробивать. Видите, вот эту вот херню немножко повернуть.
Да, вот чуть в любой угол, вот так вот, допустим. Такой угол, вот это пробивается. Где-то 270 хватает. То есть, как бы он не стоял на вас. Ну ладно, когда ровно стоит там... Ну, кумулем 340 можно пробивать, а так не особо. Ну, короче, когда он начинает вертеться, тут уже пиздец. Тут уже все шьет. Вот так вот, ребята. Единственное, что такую динамику, конечно, нельзя было давать. 2.7.9 это слишком. Короче, мы кому-то вслепую запихнули. Это просто повезло. На фоне жирного невезения. Антон, здорово. Какой будет респ? Да, с этого респа я давно не играл. Ну-ка, поехали на мосту поставим. Как там дела обстоят в качалке? Хартман. Артовод, блядь. Эрик Хартман был нихуя не артовод. Он был нормальный человек, хоть и рейхофил. Дебилы. Я на турбине поеду. Как ты, мамкин терпежник? Вот терплю. Играл, короче, на гриле, и меня просто МБТ парует. Ну, такое может быть. Так, князь, давай-ка съеби отсюда, проирок кусатый. Давай, иди. На весь кабачок зашло. Бабах, как обычно, блядь. Вот вам 11 левел бабаха, почему нет? Почему бы и нет? На ее тоже закатрить невозможно. Либо арточка. Чем не 11 левел. Ладно, хотя бы не на 900 хуярит, уже здорово. Но я все хп проебал за этого, пацаны. Леха меня на 500 просунул, я, честно говоря, этот момент провтыкал. Вот так вот. 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 Причем бабах, я так понимаю, с вертухи, потому что он, видели, вот так вот. выкатывался так, ну, он терпел просто там, стоял, не стоял жестко. Так, у нас первое платное сообщение, ребят. Рассмирился со смертью. А этот упырь мне 4 снаряда этих бобсов выдал с альфа. Да, в борт МБТ очень плохо заносит. Сагдик, здорово. Мы это 1000 лет. Бля, не пробей меня, ублюдок. Я понимаю, что вероятность очень низкая, но не нулевая. Это не проблема. Блядь, пушку им попал. Да иди ты нахуй. Бужер хэт, блядь, fuck you.
Play with dick, хорош. Finger. Ass. Cock. Слышь, мне похуй там разорвал 300 ass. Разорвал фрикан, говорит, привет. ушел с Граф здоров. Земля. Да, выставь все умоляю животное. Ви-ви-ви-ви-ви-ви. Блять, арта, дайте ему ёбки. Там где-то про гетто будет. Бля, ебланы, переедьте, сука. Бабаха заедет в очко, будет осквернять. Надеюсь, что ротоводы начекают его хотя бы. Да, тычки пиздят. Это наша судьба кабачковая, пацаны. Бог император не просит потраченных дам. Диарты сразу же этого сняли кренделя. Меня проблема. Мастер don't do anal. Меня тоже рта снимет, пацаны. Знаете. Знаете. На, мне насветили, блядь. Ой. Ладно, курва черти, знаешь, что я здесь типа контрю. Бля, ребята, не едьте, блядь. Там бабахи нету. А где бабаха? Он испарился, судя по всему. Жандарм этот, ёбаный рад. Бля, 277 там сейчас выйдет ублюдок. Хорошо. Вот и ублюдок. Какой ты конч, сука. Чё, клонский этот стилек у него? Хорош. Два шотных еблана закатились все-таки. Вообще их сотка должна прочищать, я вам так скажу. Только сотка, видите, где стоит дурак? Хуй бы с ним, знаете, что нам шотные вообще нахуй не нужны. Я буду делать просто лютую дичь. Возможно, это поможет. Возможно, это поможет. Я не знаю, где дурачок на прогетте. Я бы в него запихнул. Он еще и шотный. Анальные еретики, да. Однозначно.
Короче, бабаху заряжу. Будет смешно, что вот единственный, кого я могу не просунуть ББХ, это... А, вот прожето там охеренно. А, кстати, бустик я зря прожал. Лучший подарок Real Me на 23 февраля. Анальные бусы дам. Такие, чтобы можно было резко достать и завести мужчину. Вот так вот. 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 Так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Остановите гач, хватит, пацаны. Не боюсь я глупо Хорошо. выглядеть. В этом клубе мне не нравится. В этом клубе Вот он, данжен. можно охуеть. Остановите свингер-пати. Остановите свингер-пати. О, Где с кто, другим блядок? ебется моя Катя. Где это Катя? И будто на меня плевать ей. Остановите. Я не участник, сейчас озритель. Блять, я как будто бы не могу захватывать базу, потому что я не знаю, где гриль. Может, в очко заехать. Остановите свингер-пати. Не понравилось. У нее кололись брекеты. Катя, понимаю я, что в душе моей навеки ты. Остановите Бля. свингер-пати. Остановите свингер-пати. Ну, типа, очко будет не прикрыто, я не могу проебать, взять и проебать очко. А я здесь только наблюдатель. Так вот. Остановите. Я не участник, сейчас озаритель. Мое почтение. Мистер Пиво, здорово, братан. Остановите свингер-пати. Остановите свингер-пати. Блять, ну им реально похуй. Вот что я сделаю? На ваши Они не едут вообще на базу. Убивающие стингеры. Я хочу, чтобы все умерли. Но. Чтобы Серега, умерли здорово. все свингеры. Остановите Я не знаю, где ебаный гриль, понимаете, в чем хуйня? Остановите свингер-пати. О, с другим ебется моя Катя. Взять молоток и уебать. Остановите. Конец мечте о Дольче Вите. Остановите свингер-пати. Она может вот так вот как-то стоять и чекать очко свое дряблое. Остановите свингер-пати. Ну, наверное, вот так вот. Если только он там каким-то хуем... Ах. Я буду стрелять бубехами, потому что гриль под колами на всю длину почти никогда не засовывается. А если засовывается, там как-то по-нищему. Не ешь бананы, Тори, сдаем, поехали, базу сбивать. Бля, ебаный турист на гриле, это просто пизда. Ну вот где этого ебища найти теперь? Сука. Да. Да.
Ну ладно, хуй с ним. Он оказался еще не фуловый. Пойдет. Так, наконец-то я тебя нашел, а то в ТикТоке видосы видеть твои и не смог найти. Подписывайтесь, пацаны, на... Семёныч, здорово. Подписывайтесь, пацаны, на ВК Play. Каждый день стримы и утром, и вечером. А еще, знаете что? А еще можно баллы обменять на всякие ништяки игровые. Заказать клипы и так далее, даже золото, так сказать. Так, 100... Или АФК, или просто племенная крыса. Короче, гриль просто стоял там кустики весь бой, я вам скажу. И с этим еще с Максетью. У него была секта. Он просто стоял. Я думал, что гриль переиграет. Они всегда переигрывают, ибо это не считается, да. Да, но он тоже переиграл. По сути. Ты первый с ТикТока. Мы все с Порнхаба это ищем. С OnlyFans танкового. Блять, опять сисенку, сука, не скинул. Сбросим нахуй. Остановите гачи-пати. На нем дуэйнал Витька кислый. О. Если нужно не скидываться, сдавать. Да. Я помню, парочку сессий не сдал, было грустно. Обычно первая ссылка по запросу писинг перерабатывает нас. Да. Сразу ко мне, пацаны. По вопросам фитинга заходим. Григорий, спасибо за подписку на ВК Play. То так и останешься колледж-бочек. А после фитинга ты уже не колледж-бой. Ты уже уважаемый джибровни. Джибровни со связями, я бы даже так сказал. И нахуй мусорка. Даже не буду туда смотреть. Намечается агрессивный сак. На турбинах прискакали. Заебал, нахер так выкатываться на 2.7.9, еще не понимаю, секите. На всей скорости прилетел папанька. Ебут там трохи. Бля, туристы эти пиздец. А вот в огнемета я, конечно, зря не засунул. Мы не можем близко подъезжать теперь. 7-9 красава заехал хорошо. Держи. Держи, турист. Там тай 5, пацаны. Надо было стрелять все нормальных пацанов. Не в этих туристов, блядь, дырявых. Про, лишь броня не пробит. Чё я сразу так стрелял, я не знаю. Я надеялся просто на Макс Бет, что вам скажу.
Не, я палил твою лалку. Что-то думал, что пройдет, но не прошло ни хрена. Но я ему еще на раскачке дал. Хорошо, что он мне не подсунул. Поедет прикольно. Блять, точно, я не прожал эту хуйню для мазохистов. Нахуй. Обилка для мазохистов, пацаны, прожимаем регулярно. Я не буду с ним перестреливаться. Обилку для мазохистов прожимаем. Поехали. Даже дожил, прикиньте, до этого момента. Дольче Вита не забыта первая найс. Я какой-то не проснувшийся, пацаны. Плюс я не могу орать, потому что госпожа лежит. Спит. Я получу фингер ин эйнал за беспредел. Если буду орать, как обычно. Дольче Витя. Ладно, хуй с ним так. Следующая будет бабеха, папаша. Это была предупредительная тычка. Пушку бери. О. Дольче Витя. Осиська получилась, пацаны. Получилась осиська. Я плохонько еду, ребята. Да-да-да. Да-да-да. А сиська будет, пацаны, или нет? Отлично. Вот так Я, вот. конечно, ремку Вот так вот, прожимаю. вот так вот, Сами вот видите, так вот. как профессионально. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот, вот такой вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Так вот. Здрасте, здрасте. Здрасте. Ой, это убывца. Здравствуйте. Ладно, пойдет. Хорошо. Танканул мальчишка. Это МБТянка просто заебет. Пиздец. А, я понял. Я понял. Угу. Блядь, Гриль вообще его не простил, конечно. Нахуй я выстрелил, блядь. Это еще вот этого придется танковать. Пойдет. Пойдет. Ну, можешь мне и допяливать на хайпе. Угу. Ладно. Ладно, хп все равно ни хера не осталось. Но я каким-то хером его видели, подсунул на 196. Ну, сейчас ладно. Сейчас это было правильно.
До этого, конечно, как будто бы и нечестно. Так. А то такая останешься. Зашел к тебе, вспомнил про Торвальда Олафсона. Есть о чем задуматься, абсолютно. Современные коммунисты отправляют ссылку на фистинг. Да. Когда гудок максимально близко к Фэткоку, прожимай мобилку, да. Тебя один? Да, один. Ты на канал подписался или нет, а? У меня один, потому что мы второй все еще качаем. Отговорка предельно простая. Так. Бля. Вообще нам скорость поворота ходовой охеренно нужна, чтобы мансить, пацаны, я вам так скажу. Ладно, хер бы с ним. У нас там где-то будет обилка, где нужно будет прожимать и пожертвовать скоростью сведения. Это вот это, наверное. А это к размеру круга сведения, бля. Ну, короче, ладно, хер бы с ним. Нажал слежу. А, ну ладно. А то у меня почему-то не отобразилось. Ну, хуй бы с ним. А на обычном ВК... ВК нету у тебя? Есть ВК-видео, братан. Сейчас я скину ссылку в чат. Мне как-то... Я даже сразу не могу сообразить. Знаете почему? Потому что у меня сразу все чаты одновременно отображаются. Вот такие пердаки. Вот, подписываемся на ВК Плей, на ВК видео. А вот, пришло, что подписался. Сколько дней в неделю ходит в баню с мужиками с только 11 ловдом? Так, ну я все глянул, да? Лайки прожали или нет? Только честно. Будем проверять потом. Потом построимся, будем проверять. Убийца здорово. Благодарю. Что, поедет какая-нибудь мусорка от башни, там терпеть за мостиком или нет? Не забыта первая на СПС. Здорово, Святослав, я в донате, здорово. Здорово, я с тобой это, тоже второй раз поздоровался. Чупа-чуп, здорово. Что-то хотел сказать и забыл, пацаны. Ну ладно. Дольче Витя. Хорош. Пусть могло и не зайти туда. Могло и не зайти, товарищи. Товарищи сагдиковцы. Да. Ну вот это вот я не верю, кстати. У нас все охеренно, лишь бы сверху мусор никакой не вывалился нам на щеки.
А здесь тычка пропала. Волод, да. Ты иди ты. Бля, начали тычки урать. Такие охуенные выстрелы и так беспардонно воруют, это вообще кошмар. Волод. Ну, секите, оно все летит в самые непотребные места. Ну хуёво, меня тут спиздили очень много. Волод. Топ-10 гачных имен. Ладно, вот так дадим, хорош. А здесь фартануло, пацаны. Бля. Если б не сворованные тычки, то такая бы была изи катка, просто адскиар. Тычки Сваровски. Гачной орал, Камчат. Фейерверченко. Блядь. Начал резко сдавать назад. А это не подходит. Я в землю дал. Я убей его нахуй. Пойдет. Катя, понимаю я, что в моей найсаяс навеки ты. Так, гнилек идет нахер. А, fuck you, лежурхед. Да, Ягу там выебли. Ай, блять, какие вы недоношенные все-таки. Но они типа все получили пизды. Что я буст к сведению ни хера не чувствую. Потому что его нету. Да, вон он там. Яга просто поехал в поле, отдался. Дерьмовенько, мне тут... Вот нормальная катка, да, мы тут 6 тысяч точно дали. Меня подпиздили много выстрелов. Это дерьмо. Нам. Вижу я твою НСС насквозь, ну. Именно так. Именно так. Вижу я насквозь твою НСС. Ну ладно, хер бы с ним. Бывало намного хуже, поэтому не стоит печалиться. Сагдик впереди, пацаны. Поэтому не печалимся. На Росомарку не делал больше такие бои. Ну ясен хуй. Ну ясен хуй. Остановите гачи-пати. На нем дуэйнал Витька кислый. Спасибо за лайки, друзья. Всем доброго утра.
Я тут на вафле 10 брал, вот жопа горела. Сейчас на вафельнице тяжело играть. Хотя, есть же в рубку, если под прямым углом, там 196 улетает на 8-9. Может быть, там можно и как-то это исхитриться. Ничего, он поедет дальше или нет? Как будто бы ему надо. Ай, пуделек, пуделек. Низко полетела тычка на 220. А, дерьмовенькая там еще. Ой, ладно. Победил все равно, красава. Пиздец, дед перекатил, смотрите. Какой пес. Пожилой. Пацаны, 3 бобса на 841 урона. Как вам такое? Нравится или нет? Там деда 7-го так и не почистили. Просто издевается, надо было все-таки скипнуть ББХу. Фотка просто best of the best. Там горячий джиброни. Это тоже молодец. Ебать. Как будто бы капнул. Бля, родной, заряжайся, пиздец, надо эту обезьяну пялить. Обезьян нихуя не осталось. Да. Его не добрали. Бля, ребята. Эту курву не добрали, пацаны. На нем дуэйнул моя Катя. Ну, наконец-то, блядь. Очнулся скилл. Нахуй иди. Подель. Нахуй иди, подель. В этом клубе можно охуеть. Но он как будто бы без уважения сделал этот выстрел. Нахуй иди.
Нахуй идем. На нем дуэйнул Витька кислый. Блин, вторая арта там. И я без заглата еще, пацаны, что делать будем? Как такое происходит? Здорово, родной. Не работаю. Спасибо. Благодарю. Старый пидор дырявый. Я просто констатирую факт, ребята. Никакого хейта. Ёбаный рот. Я, знаете, что я проебал еще? У меня почему-то интуиция не сработала. Блять. Ну, видимо, потому что под станом был или что? Не срабатывает. А Витька кислый-то, говорят, дуэйнул, пацаны. Это миллион выстрелов в борта. Наконец. На Джессоре взял второй мужчину. Ну, так, может, сильно жестко не надо нагибать. О, блядь. Пизда свет. Но я так понимаю, что здесь объемные кусты такие, что, ну, как бы, блядь, ясен хуй. А, значит, что он низковато стоял и через этот куст, короче, пристрелил. Ну ладно. Ладно, еретики. Грязные. Да, уже знаете, что надо было кое-где бубахи заряжать. КГБ 82 переиграл. Денис, здорово. А, точно, блядь, интуиция у заряжающего, ёпта. Ёпта, ну ладно, хуй с ним. Короче, на ВК Play подписывайтесь, вот к чему я веду. Друзья, подписывайтесь на ВК Play, каждый день стримы, там можно зарабатывать баллы, которые можно обменять на музыку, на взвод, заставить меня поприседать со штангой и многое другое. Поэтому переходите и подписывайтесь. На ВК видео лайв. Я все никак не привыкну. Но я думаю, вы понимаете, про что. Остановите гачи-пати. На нем дуэйнул Витька. Блять, все, я уже не могу. Любая песня, которая играет на стриме, автоматически в мозгах откладывается, и я не могу заткнуться. Просто не могу. Витька кислый-то дуэйнул, блять. Мало кто знал. Кинул кислит сегодня, не замечаешь. Вечером будет эйнол кислить вообще, пацаны, языком не трогаем. Только пальцем. Эйнол языком, пацаны, не трогаем. Ну сейчас можно трогать, он такой сладковатый. Можно. Вот, а вечером будет кислить. Такой прогноз погоды.
Знаете что, очень чувствуется то, что ему верткость я снизил по ловушкой. Будем расплачиваться. Осадки золотого дождя, абсолютно. Ой, ну я правильно понимаю, у них некуда ехать на танках, поэтому они не поехали в подвал. Я думаю, это какая-то замануха гачная. Это гачная замануха, товарищи. Фистингисты. А, знаете что, так у них и тяжей особо нету. Я что-то того. О, ебот. Я так подозреваю, это жандарм Бекус. Накидывает ему там по трусам. Хорошо. Альфа дерьмо вообще. Вышел ворот. А где Дуэйн увидеть какие-то? Есть ссылка. Бля, так и знал. Я что-то думал, он вывернет морду свою дырявую. Маусу всегда просто в башне кидайте, пацаны, не прогадайте. Я вам серьезно говорю. На сей раз подсунул фош. Все, он, блядь, не светится. Это надо понимать. Это надо понимать. Надо сваливать с подвала. Вот оттуда может прийти камчат. Да, он вывернул Эйнл, да. Да. Короче, бобсами в НЛД никогда не стреляйте маус, только если вы знаете, что он четко будет ровно стоять, желательно секунды 2. Кто там так перестреливает, интересно. Пиздец, дед 4 его насилует. Изнасилован дедом 4. Просто, блядь, стоял там. Ну, окей. Заебись, блядь. Я проебался и очень сильно, пацаны. Знаете почему? Видите, где-то уебище стоит. Я почему-то думал, что он вот с этой стороны стоит. Пизда. Бабаха пизданула. И жандармы там. Ой, блядь, ну вы пуделя, конечно. Ну вы пуделя, ребята. У нас будет подвал закатываться. Сука, иди нахуй, ёбок. Этот бесит, капец, в такую позу приехал. Его 2 арты должны были просто вычищать. Вот, а я из-за него расстроился.
Гигл ТВ, здорово. Спасибо за подписку. Абсолютно. Каноникал, здорово, братан. Статисты, сосать. Да, Джиброу не понерфили. Да. Статисты, сосатые. Джиброуни Слав сосет. Смотреть онлайн. Ой, блядь. Говно, говно по всей земле. Бля, и что это уебище там? Он прям вот так вот стоит. Курва лярва. Танкой, красавчик. Блять, папаша! Съеби, дурак! Ну и нахуй иди тогда, конченый. Да вот только что выебли в борт. Знаете, что он сделал? Он танковал бортом дальше. Он продолжал дальше колоться брекетами, а по 279-го. Он на лицо, блин. Хорошего стрима, спасибо. Ты все забрызгала с головы до ЭС. Говоришь, передавали дождь. Сука. Блять, ну я сам виноват, да, ублюдки затерпели. В непотребном для того месте. Окей. Но, бля, я думал, что он вот здесь стоит, короче, где... За этими, за контейнерами. О. Блядь, так не надо ехать, дружок, пиздец. Хорош. Отлично. А он ни разу не пробил Е4, you know? You know, бля. У нас все еще есть арта, кстати. Кто не шарит, не выкатывайся, Леша, не выкатывайся. Бля. Сейчас. Я буду здесь досасывать. Надеюсь, что я брекетами колоться не буду. Ой, хорошо. Хорошо. На нем дуэйнал Витя Кис. Оу. Я вообще жду, чтобы Бабаха подъехал на рандеву гачную. Тут пес меня, кстати, спиздил урона немножко. Должен сосать. Артовод чмо. Артовод-то чмо. Бля, это пизденка там наверху. Я вот за то, чтобы нельзя было рентгенить, вот... Как можно зарентгенить снизу вверх? Кто шарит? Как бы на каких принципах так, блядь, строится? Нахуй иди говно. Я нажал на выстрел на 196. Ровно в пушку ему пизданул. Ладно, мы кое-как вытащили катку эту. Так, кстати, они ведь свои тоже из Юшатим. Маякни им, чтобы в другой раз не трогали. Обязательно. Какие сегодня катки. Вообще стоит гачиться в нашу игру. Но
блять, наверное, да. Но чем позже, тем хуже будет. На жандарме Йорсаныч спросонья запустили. Не знаю. Декир, здорово. Никнейм поменял? Здорово, братан. Блять. Он на фугасах, жандарм. Самое смешное, что он мне напросовывал. Вот что самое смешное. У меня там 400 хп было, да? Или меня СТБ провел? Ладно, хер с ним. Да уж, катка такая гычная, конечно. Гычная. Получается 279 поздний. Сильный танк. Да, сильный реально. Ну, многие скулят от него, но если по совокупности ТТХ, он реально самый сильный из 11 левелов. «6К средний». Ну, вообще, кстати, планка самая высокая на МБТ. Скорее всего, потому что там более рукастые люди его берут. А не потому, что танк пижи. Ой, пошел ты нахуй. Четко попал. Ладно, в принципе, хер бы с ним, хорошо, что я четко попал, остальная хуйня. Можно было не попасть. Подиры положил, красавчик. Гамардёба. Я вот этого мешка, честно говоря, не понимаю, подсуну или нет. В случае чего, вроде подсуну. Фоксик, здорово. Я прочитаю, пацаны, все комменты. Не высвечивается даже. Ему бы минус 12, да, было бы здорово. Самое главное было бы в балансе. Ротоводов я съебать, пускай ебать. Почему не выкатывается у эта вот модель на 279, я не понимаю. А, ну 62-ку ебет. Будет соснула катка, пацаны. Это будет соснула катка. Стримера в угол, абсолютно. Наконец-то ебище выехала. Бля, в кепку дал, походу. Скотоложец. Скотоложец по имени Лёша. Я все отсветиться, блядь, не могу. На. В маску дал.
Это дерево ни хера меня не хранит, пацаны. Пизда, он не... О, я что-то думал, что он разрядился. Это же еблан что-то поймал тут был. Хорош. Пойдет. Пизда, хорош. Охуенно. Подлагало еще. Отлично. Блять, я в пушку попал этому пидору. Ну, другое дело. Хорошего танканул. Еле-еле 6500 в мега ебланской катке. Блядь, сука. Да, могла быть пизда. Но по сути не случилось. Ясно, нихуя 7.9 не имба, как пизда. Арта всяк так и... Да, да. Самое смешное, что больше всего, знаешь, кто ноет в чате? Всякие грили, которые... Его все равно как пиздили, ну его как все пробивали, так и пробивают. И он как чмо стоял в кустах, так и стоит. И ему пробить и всего другого хватает, чтобы пробивать любой 11 левел, все равно стоят скулят. Свиньи дырявые. Дэвид Рикардо, Адам Смит, Карл Марк, Торвальд Волфсон. А что ты, сука, сделал в своей жизни? Блять, ну это пиздец, это пиздец. Вот так вот. Вот так вот. Короче, я, во-первых, скипал сессионку, пацаны. Ну вот, но если мы так посмотрим, у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, блядь, 7 каток, 8. 8 каток. Я просто думаю дальше на девятке поехать орбиту качать. У нас 8 каток, ребята. Пожалуйста, осторожно. 8 каток. Я вчера 7 откатал меньше, чем за час каток. Сука, там какая-то хуйня врубился. Так. Сейчас мы посчитаем. Сейчас мы посчитаем. Так, 17 981. Короче, в 6218 играли, пойдет. Пойдет. Вчера в 7000 отыграли. Какой второй брать будешь? МБТ будем брать. Будем брать МБТ бойчики. И колледж бойчики тоже. Напоминаю, стата у нас было за 35 боев 4200. Сейчас уже 5100 почти. Так, шеф, Акинчик сегодня будет. За мое очко. А вы хотите Доброе кино? Доброе утро. Доброе утро. Славянь. Славянь. Страшилкин, здорово. Спасибо большое.
Но белый из игр можно посмотреть. Или все-таки горбатую гору? А? А? Стрим ебнут за Мишку Джексона. Да ладно. Ну да ладно. Ебнут-то не сразу, поэтому поехали. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one who would dance. On the floor, in on around, babe. She said, I am the one who would dance on the floor. Чужого. Блять, мы недавно с госпожой смотрели. She told me her name was Billie Jean. She Ну давайте еще поиграем тоже. couldn't heavy hair turned with the ice. Блять, ну с чужого смотреть часов 10 надо начинать. Who would dance on the floor. Fuck you. Fuck you. Ну ладно, поскольку сегодня рабочий день, чтобы вам было где проебаться в хорошей компании, мы посмотрим. С 10 часов глянем. 10 часов смотрим Чужого 1. В этом... В озвучке Дмитрия Пучкова. За Белоликова Майкла в ютубе бан кинут. Да. Ну кинут... Потом стрим закончится, и ебнут стрим. Вы быстрее. Белодикий. А вот у нас Ветик. А вот СТБ на гуслю. Я не знаю, как ему дал с уроном, это невозможно. И как он мне пизданул, я тоже не знаю. Чужого, да. Хороший фильм, кстати. Реально толковый. Первая часть. Сталь назад, здорово. Гачи, мама ми. Да идите вы нахуй. Это еще жопой трется. Но ты не можешь встать просто от башни и все. Вот что... Что не так-то, ёпта. Пушку подними. ID 1157 и тыры-пыры. Спасибо за подписку на ВК Play. Спасибо огромное. Будем госпожу, пацаны. И боимся за свой хлоп. Не, фильм реально хороший, пацаны. Реально хороший. 10 часов просмотр кинофильма художественного. Поэтому подписываемся. Расписание как в пионерском лагере, вы заметили? Спортивные игры, а потом просмотр художественного кинофильма. Билли Джин на мой дик. Но он хочет, он может меня хлопнуть. Да, потом что я буду подписывать, объяснять. Зигзаг, здорово. Так, а почему госпожа не на работе? А у нее выходные, у нее же по графику выходные. Натерпела 5 дней, теперь где-то 4 или 3 дня будет дома отдыхать. Катался вчера на Европе, европейцы, там более, там тут чуть-чуть СНГ работяг, но там нету такого ебанизма. Попал в бомжа, на жандарме и в ангар. Нет огнемета, в принципе, чуть менее нервно катать. Они что же там эпохальное обновление готовят, которое будет кривое с 11 левелами. Так что подождите, пацаны. И огнемет тоже будет. Я, честно говоря, знаете что, я до сих пор хорошенечко от огнемета-то и не пострадал. Ни раза. Там, короче, от тебя, допустим, направили струю. Вот от бабах я постоянно страдаю. На тебя направили струю, ты если дергаешься туда-назад, ты, короче, поток проебываешь. Кама. Плюс нужно чуть-чуть подальше от них стоять, все будет нормально. Близко не подъезжать. Можно настреливать. А еще, мне кажется, им все-таки подрежут троху броню.
Главный косяк, знаете, в чем самая имбовость огнемет? Если два Лёшки, хотя бы два, возьмут по огнемету во взводе, то это не контрибельно вообще. Вообще не контрибельно. Ох, блять. Дернут меня или нет? Ах, пошел. Нахуй пошел. Карточка почти всунул. Поехали, мы Арте палец запихнем в гудок. Семеру катал, да. Такая же мерзкая хуета. Такая же мерзкая хуета. Но с жирной альфой. Да, соответственно... Я думаю, что его апнули не потому, что он уебище, а потому что, чтобы он не так жестко сосал от 11 левелов. Прикиньте, с 300 пробить, ты вообще хер кого пробьешь. Надо стрелять в кепку он не попадет. Все, блядь. Все, блядь. На Е там и все. Ебать, ты здесь чучело. Нах. У меня фугас был заряжен, пацаны. Я лалка. Мой на свет. Так. В турнирах огнемет ебет вообще всех, если не даун, конечно, на нем играет, да? Да. Самое страшное, это если огнемет заклинчевал, это пиздец. Тебя в крышку корпуса просто разъебет. Я что-то вообще альфу не почуял. Сделали 530. За 10 выстрелов за бой больше 500. Ну, я сразу после апа тестил, и альфа нормально проходила. Такие пердаки. Терминатор 3 с гоблином. День подводника. Не, гоблин 3 терминатор вообще не переводил, там кто-то другой переводил. Эмоции от игры — это хорошо, но надо, блять, и меру знать, да. Страдальный Мауса танк теперь может быть. Вот Type 5 Heavy — это действительно залупа. Госпожой ты жену называешь? Но мы с госпожой не женаты. Вот, но поскольку она находится на должности хозяин гудка, называем госпожой. Возможно, не играл. С учетом курса валют, то, что мы тебе донатим, наверное, только булку хлеба можно купить. Нужно донатить больше, пацаны. Все, что могу сказать. Есть гоблин. Не, сам гоблин не переводил. Переводили хохлы. Вторую часть точно переводили. Третью не знаю, кто переводил. Ну, кто-то. Точно не гоблин. Он не переводил. Вообще, что у гоблина смешных переводов там раз-два я обчелся. У него просто хорошие переводы, херовой горы крутых фильмов. Много. Ну, их прям... У него сайт целый, и там херовая гора фильмов, которые отлично переведены. Намного пизже, чем кто-либо вообще у нас переводит. Госпожу. Но у него были предпосылки. Но пока что бережем ее. Ледниковый период. Не, короче, мы посмотрим сегодня Чужого. Ну ладно, хер бы с ним. Либо Белый тигр, давайте посмотрим. Я Белого тигра вообще не помню. Можно будет посмотреть. Либо Чужого. В любом случае будем почти каждый день смотреть кино. Поэтому мы успеем все посмотреть. Абсолютно. Так, гоблин из... Да, нифига. Живет он в Питере. Потому что он родился в Хохленде. Какая разница? Когда Т-28 на 100 отметки, не знаю. Не знаю. А Т-28 вроде неплохой.
Неплохой. Чужой. Госпожа начальник гудка. Да. Белого Зигра я раза 3 смотрел. Ой, я 1 раз смотрел, только когда он появился, и все. Короче, все чужого, значит, смотрим. Решено. Мусорка плывет. А, вот на этой мусорке, которая там плывет прямо сейчас, мы вечерком постримим. На базе жопа. Чем госпожа норм мужика, если не найдем, пусть со стримером остается, да. Не может огнеметчик на рандолу заехать. Я понял, заряженный. Ну я так для обозначения присутствия капну ему, понятное дело, что не проблема. О. Огнеметчица. Свинопас дырявый. Ну, у меня как будто бы могут и подснайперить тут. Тигр смешной фильм, если не обращать внимания на такие мелочи, как историзм, логика и здравый смысл. Ну, ясен хуй. Ясен хуй. Да и то, знаете что, как будто бы свежая идея. Я думаю, если переснять Белого Зигра, да, как-то более толково скомпоновать сюжет, все такое, может получиться хорошее кино. Вот как, например, фильм «Гладиатор», который с реальностью, ну, ясен хер, ничего вообще не имеет, но как бы история подана так, что охуенно вообще. Ты прям переживаешь за персонажа, все дела. Смотрится круто, все, вообще все охуенно. Хотя сюжет как будто бы и ебланский. Да, а на деле там в ебланской вселенной сюжет более чем великолепный. Да, великолепный сюжет в ебланской вселенной. А ведь как кисло это до Эйну. Огнеметом уменьшать урон, динамику, обзор, броню. Да я вам скажу, что огнеметы как будто бы вообще не балансили. Надо понимать, что патч готовили полгода или даже больше. Соответственно, огнеметы тоже балансили около года. Как будто бы так от балды накидали ТТХ, все в продакшн. Соответственно, что с ним делать, они, блядь, не знают. Я вам так скажу. Нахера тогда вообще эти супер тостеры и все такое, если не могут нормальную технику сделать? Я бы задавался вопросом. В первую очередь. У вас регулярно косяки с балансом? Ну в этом-то и хуйня, что у них-то там не подается, что это косяк с балансом. На совете директоров просто доложат то-то, то-то. Все, блядь. Где обосрались, никто никогда не доложит. Где-то будет. Не, знаете что? Вышло какое-то недоразумение, вам так скажу. Он, походу, назад уехал. Но я бы его догнал уже 10 раз. Пиздец. А, не, реально здесь, охуеть. Мусорка дырявая. Ебать, нет, это я мусорка дырявая, пацаны, сорян. Это я мусорка дырявая. Сильно расслабил гудок. Поплатился. Нужно вывести и все. Да, хуй они выведут уже. Суждаю второго гладиатора.
А вот второй гладиатор дерьмо, да. Как она с ним живет, если он только с мужиков в танках ебет. Может, она меня за это и любит. Супертостеры, братья разрабов. Вот ответ на этот вопрос. Ну, блядь, они ж там прикормленные голдой, всяким дерьмом. А на деле, блядь, у них толку ни хера. На сайте директоров все ртоводы. За такие шоты и дизлайк. Ну, так тостеры говорили, что пиздец такое выпускать. Стандартная культура, стори от разрабов. Выпустить имбу, потом нерфить. Я, например, видел, как играют тостеры. Вот им прописывают, наверное, сыграть 100 боев на такой-то хуйне, написать отзыв. На жандарме Леха просто с самого начала боя полетел. Раздавать барабан, получил пизды, что-то раздал, все. Все, блядь. Матрица 4 неплохой фильм. Не хочешь посмотреть? Я, кстати, не смотрел, там вроде залупа полная, да? Ну, какое-нибудь уебище мы с вами посмотрим обязательно. Это прям железно. Но потом. Обязательно посмотрим. Но потом. Им еще задание дают упороться, танковать, настрелять. Ну. Людям, которые, блядь, не умеют вообще ничего. Ну, в принципе, как бы ладно, хоть бы с ним, я согласен. Я такую теорию много раз выдвигал, что отдел баланса это не самостоятельная часть, понятное дело. И в первую очередь решает отдел, который занимается продвижением игры. Ну вот, и скорее всего, ну как я много раз и рассказывал, опять же, была такая херь, что собирается население и говорят, вот, нам нужно поднять ажиотаж там на Новый год, все дела, что там в коробке будем пихать, ясен хер, что привлекать аудиторию, самый банальный способ, это имбы напихать. Да, потому что можно придумать какой-то еще другой интересный способ. Например, придумать наконец-то режим игры, который понравится населению. Потому что у них всяких режимов херова гора была, ни один режим не произошел рандом. Ни один. Сами не можете придумать, блять, ну позовите кого-нибудь, кто может. Заплатите бабла, что у вас денег нету. Ну, какие-нибудь, знаете, такие способы, к которым нужно прикладывать мозги для привлечения аудитории. На деле они просто нахуярили имп в коробке, потом токсичной техники нахуярили, потом нахуярили еще имп 11 левелов, ну, которые сами по себе не имба, но на фоне 10 уровней как будто бы страшные, а на фоне 9 так вообще. За счет этого привлекли аудиторию, пожертвовав балансом в игре и прочей хуйтой. Вот, а отделу баланса что, блин, делать? Ну, им сказали, вот, пихайте имбы. Все. А если танк окажется слишком имбовый, получите пизды. Не получите. У них такого не бывает. Но в армии такое бы было. Да, ну в любой другой конторе. Тоже. Поэтому отдел баланса как бы... Я бы сказал, что, грубо говоря, к ним-то претензий предъявлять и смысла никакого нет. А вот к отделу баланса карт можно регулярно предъявлять. Регулярно, потому что там уже никакие внешние обстоятельства ни на что не повлияют. Там уже реально надо нормально тестировать карты и так далее, блядь. Надо там реально садить пацанов, которые понимают вообще что-то в игре, а у них таких в команде нету. Там уже все сложнее. Там реально организована работа уебищно. А те, кто технику балансит, ну, как бы вот. Тут уже как бы извините. Танк не понимает, это моя... Да, скорее всего, так и есть. Решает отдел, которому похуй. Который выполняет другие функции, задачи, да, то есть привлечь аудиторию. Каким образом вообще похуй. Вот стальной заглотник вообще, ну, понятное дело, что есть любители его, все дела, но мне что-то кажется, их не сильно много. Вот линия фронта хорошо, можно пленку выкатывать. Мне, знаете, что кажется? Вот
режим, где поехавшие ТТХ всякие, аркада. Во-первых, в нем реально можно жирно фармить шекели. Во-вторых, он намного веселее, чем линия фронта, потому что в линии фронта пару каток сыграл, но уже заебало. Но там хотя бы они реально постарались, что-то сделали. Карты слепили, все дела. Много частей карт вот этих из линии фронта можно вырезать, смело пихнуть в рандом, например. По моему скромному мнению. Некоторые топ-стримеры тоже в суперы входят, почему-то их не слышат, хз, бабло решит. Блять. Там, понимаете, какая хуйня? Вот я же был контрибьютором у этих придурков. У них дискорд канал. Там как бы есть часть, которая отвечает, ну там всякая секретная информация, есть просто информация, все такое. Там вроде как по каналам на первый взгляд смотришь и кажется, что ну как будто бы они готовы работать со стримерами и так далее. На деле, вот допустим, канал, в котором выкладывается какая-то информация, которая в разработке, которая еще не распространена, ты о ней никому не можешь сообщать. Да, ну то есть, грубо говоря, секретный отдел. Раздел в Дискорде. И туда как будто бы нужно выкладывать все вот эти всякие предложения насчет огнеметов, там всего такого, там, возможно, там намекните аудитории, что вы думаете по этому поводу и так далее, да. На деле, блядь, да ёпта. На деле я зашел, там последняя какая-то информация, которая была годичной давности, и то там какая-то хуета такая, как будто бы просто для галочки скинули. Просто какой-то вопрос там насчет чего-то. Ничего там особенного не было, я не помню. Я был контрибьютором где-то месяца 3. Никакой новой информации там не появилось. Короче, там никакая работа с блогерами-то особо-то и не ведется. Их просто нету. Соответственно, блогер, который там даже не знаю, который, ну, допустим, у него там аудитория большая, и он супер тостер, то он у них, скорее всего, проходит просто как обычный супер тостер со статой. К нему как к блогеру не относится. Такие ребята пердаки. А все потому, что никто никого ни за что не ебет, пацаны. А чтобы за что-то ебать, нужно вникать в игру. Вы думаете, что директор Леста или кто-то еще там сильно в игру вникает? Или Витька Кислый? Понимает, что куда? Тот как Путейну покажет Т-90М, скажет, что он охуенный танк. Продакшн, блять. Там есть то-то, то-то, то-то. Да, окей. Да, окей. А потом танк идет в войска, и есть некоторые нарекания, например. Эти нарекания хуй уберут. Хотя можно было бы убрать это все на этапе создания. Но я, к примеру, говорю. Соответственно, вся проблема в организации работы. А посадить, допустим, каких-то, не знаю, шайку скилловых игроков, слэш популярных стримеров в руководство, ну хотя бы в руководство какое-то отдела, все равно толку не будет, потому что каждого спроси, у каждого свое мнение насчет игры. У всех разные понимания насчет баланса. Надо понимать, что даже если ты крутой игрок, не обязательно у тебя все в порядке с мозгами. И уж тем более с аналитическими способностями. Вот, например, 40 тот. Мы недавно смотрели видео, у человека шизофрения. Он был топ-игроком на арте. Можно ли было его считать скилловиком? Да. Он был топ-игрок на арте. Человек без мозгов, который, блядь, живет в другой реальности. Так, стрелять в рандоме даже с голдой через хуй не проверишь. Кстати, что Леста, что ВГ, всякие фан-режимы
все реже и реже делают. В последнее время только мирный 13 и Оффендрагер, и все, никакого фана и веселья. Я думаю, их дорого делать, и отдача от этого ни хера, поэтому они не делают. А делать для галочки, чтобы бомжи рандомные не заебывали. Да, ну реально так и есть. Но если ты говоришь, что год назад последняя запись, то получается и сами тостеры не шибко фидбэчат. Да, пиздят на аудиторию, чтобы быть хорошими, а по сути им эти имбы выгодны, чтобы показывать топ. Может быть. Ну, короче, вот я, наверное, перестал быть контрибьютором, может быть, по весне и все такое. Мне кажется, можно было бы скинуть блогерам хотя бы условный ТТХ 11 левелов, к примеру, либо огнеметов и так далее, и спросить их мнение. Да, в секретный канал. Там такого не было. Там просто всем похуй. Никто этим не занимается. Оно не нужно. А все, что я вижу от аудитории блогеров, кстати, все усилия, которые идут от аудитории блогеров для того, чтобы эту систему как-то сломать и сделать более толковой, это распространение мнения, то, что игра умирает, помойка, все дела, блядь, и так далее. Не играйте в эту игру. Это уже, наверное, подсознательно такое желание, чтобы упал онлайн бешено, чтобы люди как будто бы обратили внимание на то, что нужно нормально делать игру, и потом начнут делать игру. Вот. У многих патриотов такая же хуйня есть. Искренне радуются всем неудачам страны, да, у русских особенно патриотов. Да и, блядь, у любых. Ну ладно, наверное, у белорусских и русских. Есть, они вот действительно, наверное, любят свою страну. Но всем неудачам крайне радуются, потому что вдруг вот страна в такую пизду упадет, и потом кто-то наверху все-таки осознает и начнет работать нормально. Никогда такого не будет. Им не похуй, им до пизды дам. Да, сват, здорово. О, я походу видел этот видос. 40 тонн, но он давненько, да. Если онлайн упадет, то игру закроет и все. Я не думаю. Видели, какой онлайн в проекте Армата? Там в катку 6 минут заходишь. Все равно люди играют. Ну как, там одни хохлы, но люди играют. И проект не закрывает. Видимо, просто расходы на поддержание проекта настолько мизерные, что игра может жить даже с онлайном в 1500 человек. Вот такие пердаки, ребята. Но они как бы, они же и в рекламу не вкладываются. Видели где-нибудь хоть одну рекламу проекта Армата? Что там нового у них? А Гей Гейминг вкладывается. Мне регулярно реклама танков попадает. Так, давайте последнюю катку будем смотреть художественный фильм «Чужой». На самом деле, мы все на крючке уже, какую бы хуйню не упустили, один хуй будем ныть и играть. Я думаю, что надо просто более зрелым стать, потому что какую бы хуйню не выпустили, надо понимать, что все игроки в команде в одинаковых условиях. В абсолютно одинаковых условиях. И даже если начнется, допустим, блять, ну, в каждом бою по 10 огнеметов, например, то вы тоже сможете взять огнемет. Либо взять танк, который его контрит. А это, например, арточка или что-то еще. Либо взять танк, который с дистанции нормально ебет. Он нормально контрит огнеметы. Бля, котейка не вовремя пришел. Ну что ты жопа усатая? Приуныл? Я понял. Если такая хуйня происходит, значит вы ему не дадите нихуя, а он вас будет пробивать, пацаны. А, видите? Все. Просто говорите, понял, иди нахуй. И откатывайтесь. В следующий раз где-то минуты через 2 можно подъехать, пострелять. Логин Алекс, здорово. Ну и лутбоксики, ясен хуй, да. Да, еще проще качать огнемет и все, да. Ждам ввели с огнеметами.
Господи, пиздец. Веселимся, ребята. Пизда, пизда. Его балансили всем отделом. Но я, кстати, я действительно сильно от них не страдаю, пацаны. Во-первых, старайтесь на дистанции быть. Как только он стреляет, дергайтесь хотя бы там, не знаю, влево-вправо. Хотя бы минимально. И оно уже будет терпимо. Ладно, вот что касается Чеха, на него реально не стоит выкатываться. Я думаю, все-таки, знаете что эти долбоебы его перебалансят, во-первых, не скоро, а во-вторых, перебалансят так, что он будет стан наносить. Будет мало урона наносить, но будет кидать стан. Игроки веселятся на огнеметах. Ну да, танк-то фановый. Во-первых, нету никакой планки на него, непонятно. И непонятно, сейчас килловик-то или нет, если взял 3 отметки на огнемете. Вот. А если ты хуёво на нем настрелишь, никто не осудит. Поэтому да, танк фановый. Ну, второй выстрелил, ебок. Ну поехали дальше. Мне, честно говоря, здесь вообще не надо было торчать. Желтая струя, услада для глаз, да, понятное дело, не страдаешь. Но ведь не все такие крысы, как ты, да. Да. Ну, блин, люди адаптируются и станут сосать поменьше от огнемета. Вот, единственное, что... Какой плюс в этом видите, это то, что реально разнообразие какое-то. Ну и в конце концов, надо понимать, что игра бы быстрее умерла, если бы они просто раз за разом вводили новые ветки танков в балансе. Каких-нибудь условных ИСов 7, например. Это бы не было новостью ни для кого, всем было бы похуй, блядь, просто очередной танк, все дела. Так у людей инфоповод, люди об этом говорят. И втайне помышляет вкачать штурмсау и огнеметы. Поэтому как бы... Да хуй с ним. Да хуй с ним. Сильно горит от огнемета, просто вкачай огнемет, все, блин. Но меня здесь должны выебать где-то вот здесь, а прямо. Блять. Вроде сначала нормально выехал, потом как-то перекатился вперед. Надо ехать базу сбивать. Как раз я по нему постреляю. Он доедет. Он не доедет. Он не доедет. Штурмсау и огнеметы — это для грешников, и это да. Да. Это для тех, кто не верит в загробную жизнь. Кстати, разрабы еще при ВГ грозились вести ветку китайской арты. Она уже была подобрана. Глядишь, Леста ее ведет. Ждем ветку Штурм Зигра. Кстати, да, вот это вот уебище могут вести. Могут вести.
Типа еще больше токсичности накидать, о, будет пиздец. Если уже будем радио, то хоть нормально и катать на обычной арте. Абсолютно. Значит так, нуля на старой арте, помню, кидаешь через всю карту с упреждением на 3 секунды ваншот, потом что скилла не надо, да. Да. Так, значит так. Я вырублю стрим на ютубе, пацаны. Переходите на ВК Видео Лайв. Там будем смотреть художественный фильм «Чужой». Всех жду. Переходите. Бочки. А пока что найду кино. Так. Комментарии будут. Я буду комментировать. Даже вебка будет включена. Что это 86-й год? Наверное, вторая часть. 89. Так, комментарий к фильму. Короче, я буду комментировать, да, не ссыте. Босс, здорово. На ВК Play переходите, пацаны, там кино будем смотреть. Рекламу не смотрим. Не слушаем, точнее, вы еще ни хера не видите там. Так. Отставить. Тоже не смотрим это хуетом. Так. На ютубе выключил стрим, пацаны. Влад, здорово.